Меня зовут Люба, мне 40 лет. Я, получается, героиня этого документального фильма «Якутяночка». Я приехала сюда с туристом в 2017 году на 4 дня и влюбилась. Это было принято решение буквально за 3 дня, что я хочу здесь жить. Первое, что я увидела, это, конечно же, горы. Второе, то, что здесь цены были намного комфортнее, чем, например, в Якутии. И в целом жизнь казалась дешевле. На сегодняшний день, конечно, это не так. Но на тот момент это было вообще, на самом деле, любовь с первого взгляда. Якутяночка! Здравствуйте! Всем привет! С первым днем съемок! Привет! Я, получается, предприниматель, хотя по образованию я бухгалтер. И планировала жить и работать, заниматься госслужбой, получается. Но судьба распорядилась так, что я пошла в сетевой бизнес. И за первые 3-4 года построила уже хорошую команду, потом переехала в Бурятию, продолжала строить эту сетевую команду в сетевом бизнесе. И сейчас уже, получается, это мой основной вид деятельности, основной доход. Я уже 7 лет проживаю в Казахстане, и сейчас уже действительно считаю, что это мой дом, потому что здесь уже я пустила, можно сказать, корни, да. Я приехала сюда 7 лет назад, купила здесь себе квартиру. Мой сын пошел в школу в 1 класс уже практически в 7 лет сюда. И я очень люблю Якутию, но когда я приезжаю в Алмату, я чувствую то, что я приехала домой за 7 лет. Вообще, если так посмотреть, конечно, оглядываясь назад, первый год был очень сложный. У меня был очень такой первый год тяжелый, потому что я жила в вакууме. У меня не было ни друзей, ни родни, никого. И первый год проживания в Казахстане довел меня до депрессии, честно говоря. На самом деле депрессия была от того, что я не понимала вообще в целом, как здесь вообще себя позиционировать. Мне многие говорили, будь осторожна, другой менталитет, могут, обмануть, всякое такое. Но по итогу те люди, которые остерегали, они же потом пытались как-то, местами. Здрасте. Похудели. Похудели же? Конкретно. Вообще? На килограмм. Но объема как будто больше. Привет, привет, Настя. Не видела. С прошедшим день рождения. У кого? 1, 2, 3. Есть. Все, хорошей вам съемки? Мы снимаем уже. Хули лестницу поставили, блядь. Привет. Как ты? Плохо. Че? Че, похудел или нет? Не, давай так скопанил. Поедем через Куала-Лумпур. Прямой до Куала-Лумпура, Куала-Лумпур, Сингапур. Че, говорит, честно? Поехали! Первый год был самый сложный, но где-то уже на второй год мне стало намного легче. У меня появились друзья, знакомые, окружение. И, в принципе, меня Алмата, я думаю, приняла очень даже неплохо. Мой путь, как я впервые прилетела в Казахстан, составляет 1,5 года назад, и я прожила впервые жизнь эмигранта до экспата. Были сложные времена, на самом деле, и депрессия, и твои убеждения, и привычки, и менталка, и переезд в целом, и смена климата, смена страны очень сильно влияет на твое психологическое состояние, с чем еще нужно и зарабатывать, и еще нужно быть хорошей мамой, женой, и это все мне пришлось за 1,5 года прожить. Мне так нравится все, что здесь со мной происходит. Это огромные возможности, это огромный масштаб, потому что город Якутск — это маленький город, малочисленный город, проживает всего лишь 300 тысяч. Здесь проживают около 5-6 миллионов людей, то есть это большая разница. Это такой, так скажем, скачок огромный. До переезда в Алматы если честно, у меня никакого вообще не было такого образа города, ни Алматы, ни Астаны.
вот, поэтому никаких таких особо ожиданий тоже не было. Но приехав сюда, я чувствую очень себя комфортно. Здесь мне очень нравятся люди, отношения. У меня, видимо, какая-то травма была в России, связанная с охранниками. А здесь охранники очень такие человеческие, душевные люди. Мне прям это очень-очень нравится, например. Вот. А после переезда, конечно, сложнее всего было свыкнуться с потерей своего производства, своего дела, которое я считала делом своим в жизни. А сам переезд, он, в принципе, не так сложно дался, потому что раньше мы с мужем тоже переезжали, жили в другой стране, поэтому далось достаточно легко. Из бытовых моментов мне, например, что не нравится в Алматы, это как ездят здесь автобусы, очень резко, прям супер, страшно иногда на них находиться, и перебой с интернетом. Но это такие вещи, к которым привыкаешь. Вот. А из хорошего, здесь прекрасная, просто потрясающая погода, природа, столько мест, куда можно сходить, погулять, парки, горы, реки, все есть. Поэтому мы просто все наслаждаемся этой погодой. Наверное, у всех людей, которые куда-то переезжают со своей родины, в первую очередь трудности состоят в том, что нет общения, круга общения в целом. Скучаешь по друзьям, по родным. Вот. И когда мы только-только сюда переехали, вот эту проблему ощутили мои дети, не я, потому что здесь на тот момент уже очень много было с Якутии, да, людей переехавших. И Саха-комьюнити здесь очень мощная, поэтому долго испытывать какие-то вот адаптационные трудности не пришлось. Все, а так в целом все прекрасно. Никаких трудностей не было. Больше всего мне в Алматы нравится это природа, люди и, наверное, отношение к детям. Здесь оно по-особенному теплое, понимающее. С детьми можно в любое заведение зайти, никто косо не будет смотреть осуждающим взглядом. Через каждые 500 метров площадки детские, чистенькие, аккуратные. Вот, для меня такое. Инна все перечислила плюсы, мне кажется. Вот. Это большой город, самый крупный в Центральной Азии. Здесь много развлечений и для детей, и для взрослых. В принципе, для жизни он вполне подходит. Мне кажется, вот это один из самых лучших городов именно для жизни, из нашего списка. Поэтому мы и здесь и живем. 3 года назад, получается, приехав в Алматы, я четко понимала, что я нахожусь в другой стране, здесь, как говорится, тебя никто не знает, что нужно сделать определенное свое окружение, И действительно мне очень повезло, что я встретила очень такое, очень классное, поддерживающее, познакомилась с классными девчонками, которые занимаются бизнесом, И действительно в сложные моменты они очень мне сильно помогли, поддержали, где-то что-то подсказать, где-то что-то помочь, вот это. И мы до сих пор общаемся, уже 3-й год, получается, мы с ними дружим, все время собираемся, у нас есть определенные мероприятия, на которые мы собираемся, мастер-майнды, в которых друг друга тоже помогаем, поддерживаем, И вот как раз я хотела бы познакомить именно своих казахских предпринимателей, девочек, подружек, с подружками, которые из Саха-комьюнити, то есть тоже предприниматели, которые из Якутии открыли тоже здесь бизнес и занимаются тоже предпринимательством. И я думаю, что объединив наши силы, знания, определенные, поддерживающие какое-то окружение, то есть именно выступить каким-то определенным таким звеном, связующим среди, как предпринимателей Саха, казахских предпринимателей. Конечно же, я к сожалению, не так часто приезжаю в Якутию, но когда я приезжаю, я понимаю, что это мне особенно важно для того, чтобы подпитаться своей родной землей, силой земли. Обязательно езжу в ту деревню, где я родилась, откуда родом моя бабушка, моя мама. И все вот эти какие-то традиции якутские, когда бабушка приезжала до этого, всегда мы с ней ездили в лес, кормили дух огня, бабушка всегда кормила огонь. И
вот это вот как-то дает силы, но бабушки не стало несколько лет назад, 2,5 года назад, и сейчас как будто бы меньше повода поехать, что ли, как-то так. Я родилась в Усьманском районе, это считается северный район, хотя он немножечко более южнее, чем Якутск. Я родилась первым ребенком в семье, у меня семья предпринимателей, и как-то вот странно то, что вроде бы семья предпринимателей, но я приняла решение двигаться там именно в госслужбе. Вот. Но все же родительский пример мне дал какую-то такую жилку для того, чтобы достигать своих целей и идти вперед. Вот. У меня бабушка на самом деле всю жизнь была бухгалтером главным, и она как раз-таки тоже, она, можно сказать, такой прародитель нашей сильной женской энергии, потому что она сама по себе была очень сильной такой, местами даже властной женщиной, и вот как раз-таки женская сила в нашем роду от нее идет. И у нее тоже в роду были и шаманы, и какая-то вот сила, да, которая, может быть, в Советском Союзе не было такой возможности проявляться в этом плане, но бабушка всегда рассказывала, что ее отец шаманил там, и так далее. Ну и, конечно же, все вот эти какие-то привычки, которые есть, да, допустим, приходить в лес, кормить там огонь и так далее, это все от бабушки. Вот я до 7 лет жила с бабушкой в основном, как бы между Якутском, где родители жили, и между деревней. И все-таки я больше бабушкин ребенок, вот, ближе к природе. Вот. И я, получается, в семье первый ребенок, нас в семье 3, я, младший брат и младшая сестра. У нас с сестрой разница 26 лет, моему сыну 14, сестренке тоже, получается, в этом году будет 14, у них разница полгода. Привет. О, привет, сына. Иди скорее эти манты покушай, пока на столе есть. Это мой сына. Артем, слушай, Здорово. Когда готовить будем? Покушать, папа. Покушай, сына, быстренько, манты там пока теплые. Но почему-то у меня такое чувство, что так как я была очень долго единственным ребенком, все-таки какая-то психология у меня не совсем старшего ребенка. Вот. Но я, наверное, в бизнесе научилась быть командным игроком. Хотя до 7 лет, когда считается, что если ребенок один, то он больше как бы, у него психология единственного ребенка. Но я командный игрок вообще по жизни. И, наверное, все-таки командным игроком быть в наше время очень классно, потому что сейчас время команд, люди идут в сообщество, люди идут там, где люди, и это как раз-таки помогает тоже в переезде в разные регионы, страны, и строить бизнес, и коммуницировать с людьми. Это очень классный навык. И вот вопрос, да. Мы с Аяном как познакомились, я купила квартиру на Исентай-Сити в 2017 году, и в 2018 мы переехали, получается, мы были первыми жителями, которые туда въехали. Я помню, что я только ремонт сделала, и единственное, кого я знала, что живет на районе, это был вот Аян. А ты уже знал, что ли? Нет, я знала, что есть парень, который живет вот здесь. Я мимо окон прохожу, у него тоже на первом этаже квартира. И я смотрю, он стоит, такой какой-то симпатичный парень, я так сразу заметила, и вокруг куча духов. Вот. И потом, когда на райончике вот Исентай-Сити открылся первое заведение, ресторан, по-моему, или бар, да, вот бар открылся, мы познакомились. Вот, мы познакомились там, получается, с Алмасом Дагопаровым, с Аяном, и начали все вместе дружно жить, тусить и знакомиться. Ну, благодаря Аяну, на самом деле, я очень много узнала местных ребят классных таких. Мы с ним очень стали близки. Вот на протяжении вот нескольких лет, с 18-го, мы были не только соседями и друзьями, как бы, да, отношения у нас как бы по-разному развивались. Иногда мы были очень близки, иногда у нас между нами была какая-то некая пропасть, мини, да, временная. Но в целом Аян очень сильно повлиял на мою жизнь в Алмате, он очень много дал мне. Он, получается, познакомил меня с многими людьми, впоследствии с которыми я стала не только дружить, но и какие-то партнерские моменты. Также я вошла в его проект «Льдинка». Я стала, получается, партнером по бизнесу, и он собрал друзей, и мы строили этот бар. Построите, как этот, дом 2, да? Построите любовь. Мы строили бар. Вот. Ну, разные моменты мы пережили вместе: ковид, мой развод, Яшкин развод, да? Рождение детей. Ну, в общем, все, очень много чего интересного было. Я очень благодарна Аяну, он как бы такой, ну, для меня довольно-таки близкий друг.
Может быть, мы не так часто сейчас общаемся, как раньше, но в то же время я всегда за него, и я всегда на его стороне. Я очень горжусь, что он стал отцом год с лишним назад, и для меня это очень большое уважение к нему как именно личности и человеку. Я хочу его раскрыть. Сейчас планирую делать подкаст, и мне хочется прям его так показать, как бы его какие-то те грани, которые не все знают. Таким, каким я его люблю. Вот, как-то так. Ай да, тост. Сейчас у меня такой классный период, такой какой-то переход вообще. Из одного состояния в другое. Мне так интересно, что будет дальше. Я чувствую, что я прям... 2024 год у меня будет год роста. Я прям готова вкладывать деньги, силы, время, вообще все. Сфокусироваться. Я буду развиваться, чтобы 25 год уже видеть результаты. Моя цель. Роста, я считаю, вот сколько, 2 года сидела, ничего не делала, просто находилась в точке такой, ну, как бы точки, без остановки, ну, как бы без движения. Сейчас я буду развиваться как личность, как, ну, в медиаплане тоже, как бы, ну, развивать, как бы, ну, как бы пресловутый личный бренд, но в то же время, конечно же, ну, естественно, как личность развиваться в том числе. Поэтому я и обучаюсь. Ребят, давайте поднимем бокал нашего БПХ, у кого что есть. За встречу, за то, что мы сегодня здесь встретились с девчонками, которые тоже снимаются в этом фильме. То, что Бага нас пригласил в гости на свой Дастархан, как обычно, чисто по-алматински. И спасибо большое моим друзьям, которые тоже пришли. Ну, еще не все подошли, правда. Которые пришли тоже поддержать с Алматы. Поэтому давайте с началом весны, с началом нового пробуждения. Уруй! 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 Айхал! А как вот вы с Багой познакомились? На Хэллоуин? Познакомились у Аяна в заведении в Лолите. Мы, получается, пришли на вечеринку в честь Хэллоуина. И мы были очень так в таких образах, да? Да. Я была в красном образе дьявола, а Бага был этим, как его, Джейсон, да? Да, Джейсон из 513. Познакомились, сразу начали общаться. Я увидел это декольте, и я после этого не мог это забыть. Ладно, давай заново спрашивай такое. Ладно. Нет, да, просто этот, пьяные и так далее. Ну не говори пьяный, что ты? Говорит, правда? Ладно. Нет, ну весело было. Познакомились, и потом Бага звал нас. Тогда ты еще не делал какие-то квартирники, да? Ты же в основном выезжал в горы, готовил там. И несколько раз звал нас в горы, что-то я не пошла. Ага. Но потом мы как-то подружились после этого. Не помню точно. К тебе домой пришли, тоже так же. Да. Ты еще жил на Казахфильме. Да. Вот Да. эта квартира, где 100 лампочек на квадратный метр. Да, двухэтажная. Да. Там, по-моему, вся Алмата у тебя была. Да, и здесь. Ну и здесь, кстати, да. Я на самом деле, знаете, да, девочки, у меня был такой момент перед тем, ну, те, кто будет сниматься, у меня за день до съемок я хотела отказаться от всего. Может быть, это знакомые для вас ощущения, но, короче, я подумала, блин, нафиг мне это надо, блин, это лишняя суета, столько там туда-сюда, я не знаю, что говорить, я вообще не подготовлена. А потом я как-то начала с собой разговор, диалог, и такая говорю, ну сейчас, по идее, кажется, что это типа это не так важно, но пройдет 5, 10, 20 лет, и классно запечатлеть себя именно в таком активном молодом возрасте, когда можно будет потом возвращаться к этому, показывать детям, внукам, и запечатлеть именно этот свой промежуток жизни, который для меня сейчас является очень таким интересным и переходящим, можно так сказать. Я все-таки подумала, сейчас ценность, возможно, для меня не так велика, но это как дорогое французское вино или хороший коньяк или виски будет с каждым годом только ценнее и ценнее. Поэтому, если у вас есть такие же страхи или сомнения, это нормально. Потому что Надя тоже перед самым отказалась, да? Отказалась. И я ее очень хорошо понимаю, потому что сама пережила тоже такие же эмоции. Я думаю, что у вас, может быть, такие мысли тоже посещали кого-нибудь? Блин, нафиг надо. Вот, и, короче, если есть сомнения, это норм. Вот. Но я не пожалела ни одного дня, потому что каждый день был совершенно разный. Первый день был такой домашний, второй такой тусовый. Но сейчас такой, типа, микс, можно так сказать, чисто такой алматинский вайб. Ура! Ура!